Добрый день! В эфире передача «Под мостом». Мы поздравляем вас с летом. И специально для лета мы пригласили самого главного южанина страны Тахира Халикбердиева. Привет. Скажи привет туда. Всем привет. И газета «Южные горизонты». Мы сегодня все про юг и про пляж. Тахир Халикбердиев, бренд-шеф ресторанов «Скотина» Краснодар и «Южане» Москва. И мы пригласили Тахира, чтобы он нам приготовил то, что продают обычно на пляжах. На пляжах Черного моря и Азовского моря. Черного и Азовского моря, да? Да. Вареная кукуруза, жареные семечки, вареные рачки и шашлычки из рапан. О да, правильно говорить из рапан, а не из рапанов, потому что рапана это женщина. Рапан. Да. Рапан. Приступим? Да. С чего начнем-то? Ну, давай с кукурузы. Давай с кукурузы. Да, хотя, скажу честно, она не совсем здесь... Да я тоже скажу честно, нам да, нужна, конечно. Но не сезон, да. но, допустим, в Краснодаре, если люди это увидят, они скажут, какой не сезон, уже можно найти Да ладно. бундюэль. Я думаю, что да. Бундюэль только на это вот выросла. Они собирают ее. А ты шо, все это есть. Я был там. Ну, в любом случае, для того, чтобы хорошо сварить кукурузу, Да. она должна быть, естественно, молодой и должна быть в И кожуре. красивой. И, Ну да, и, в початке. В початке, абсолютно верно. И очень важно определить, какой же все-таки качан хороший, а какой нет. Обычно это определяется очень простым способом. Стебли должны прилипать к самой То кукурузе. есть она должна быть недозрелая. Недозрелая, да. И, соответственно, если нажать на так называемое зернышко. Ой, там где-то пикнуло. Так что ты нажал. Окей. Если нажать на зернышко, то должна потечь определенная жидкость, чем-то похоже даже на молоко. Да ладно. Это значит, Нажми, попробуй. ну, здесь это вряд ли, тут пойдет просто обычная жидкость. Поэтому, в общем, будем работать с тем, На что примере муляжа кукурузы мы объясняем, Да. как варить настоящее. Да. Съешь. Ну, замороженная кукуруза, конечно, какую сейчас еще можно найти в Ну, Москве. Да. в любом случае, ее нужно сначала сварить. Да. А пока можно сделать что-нибудь, например, почистить рапаны, потому что... Почистить рапаны, да. Да. Рапаны – это достаточно примитивный продукт с точки зрения вкуса и с точки зрения добычи. В Черном море его очень-очень много. И я помню, когда был маленький, мы, не знаю, там, ныряя с маской и с ластами, за 30-40 минут ловили большой пакет. То есть он обычно располагается на камне, то есть присасывается либо между камнями. Поэтому обычно берут целый рапан в ракушке, кидают кипящую воду, Да. для того, чтобы было легко достать рапан. А ракушки потом продают Тем, кто любит слушать и говорить по телефону. Все надо почистить, да. Делать Вот объяснил устройство рапана, от чего нужно избавиться, чтобы сделать шашлычки. скажем, я не знаю точно, как это называется, но от такой вот черной части, которая есть практически в любых так называемых ракушках. Это даже есть в шейке у рака. Такая есть черная ленточка, которую все стараются вырвать, прежде чем есть. Поэтому, в общем, Ну, что-то такое, пищевод. ну, я думаю, или пищевод, что-то, да. кишечник, в общем, то, что нам абсолютно не А вот эта вот штучка отросток, он нормальный, да? это Он может съедобный? спокойно есть. Окей. Да. Ну, кто хочет, может убрать, но мы, краснодарцы, этого не делаем. Рапан желательно, естественно, в Москве часто можно встретить его мороженым, Ну да. но лучше его дефростировать очень интересным, простым способом. Методом холодильника или Ну, каким? там холодильника, конечно. Хороший способ, всегда работает. Из мороза плюс, и потом только можно. Вот эти рапаны, они уже вареные, да? Они подваленные, да. Их, естественно, в ракушке кидали. Потому что они жесткие будут. Да, значит, их кидали в теплую воду, прежде чем что-то с ними делать. Ну что, я пока кину кукурузу? Давай. Да, кукурузу ни в коем случае нельзя солить воду. Вода должна быть. И почему? Ну, потому что, как мне кажется, соль никак не отразится на вкусе, поэтому солить лучше при употреблении. Ну, конечно. Так, Все. сколько мы будем варить кукурузу-то? Мы будем 15-20 минут смотреть на состояние. Рапаны мы подготовили. Теперь бросаем. Да, очень важно, нельзя ни в коем случае бросать рапаны в сильно кипящую воду. То есть вода должна закипеть, а после этого ее нужно немного остудить. То есть, как мне кажется, идеальная температура около 80 градусов. Если у вас есть возможность уставлять температуру по градусам, то 80 достаточно. Почему так? Иначе жесткий будет или что? Иначе он переварится, и при обжарке мы же делаем шашлыки, он станет просто очень жесткий. Да, посолим воду. Ну, по сути дела, такой примитивный продукт, да? Достаточно. Примитивный, главное с ним... Вкусно, если ему не дать... Ну да, такой чистый белок. Да. То есть
Главное с ним, Да. ну, просто, да, соблюдать какие-то правила простые. Пропаны. Да. Ага. Ну, я думаю, где-то на минут, наверное, 7-8. Мгм. Ну, а пока можно заняться чем? Креветками? Пока можно заняться креветками. Еще надо кастрюльку, да? У нас, У меня есть уже. да, это вообще уникальная штука. Мы нашли этих креветок в единственном месте в Москве. Азовские креветки. Криль, рачки. В ресторане «Волна». Это большой деликатес. Это единственное место в Москве, где они продаются вообще. Ну, то есть им ввозят специальные поставщики. Это вот то, что прямо... Ну, они уже вот вареные. Расскажи, как ловят рачков. Ну, когда мы были маленькие и часто летом ездили на Азовское море, там есть такая станица Голубицкая. Это недалеко от порта Кавказ, где стык морей. Да-да-да. И я только не помню, в какое-то времени было, но мы заходили, там, не знаю, по пояс в воду, брали простынь белую и просто вот так, двигаясь вдоль берега, в течение, не знаю, там, 15 минут ловили целое ведро криля. Как? Просто цепляли, поднимали по воде. То есть это было несколько раз, да? Да, конечно, подняли, раз собрали, кинули. Это было просто прямо около берега, там нет водорослей или где? Абсолютно нет. Это там Просто идешь, песок. Видимо, в тот период криль шел каким-то образом к берегу. Это было огромное количество. Ты заходил ногами, ты чувствовал, что это вокруг твоих ног лазит. Да. Говорят, сейчас такие времена уже в прошлом. Ну, мне рассказывали на Азовском море в Крыму, как ловят, тоже в тине ходят с очками и просто выныривают. Ну, вынимают. Да. А я еще видел, значит, как один человек на лодке плавал, значит, там такой заливчик небольшой между такими мысами. И он просто вынимал из воды, знаешь, такие сухие, значит, эти... Кермек? Знаешь, кермек? Конечно. И там сидели вот эти рачки. Просто так в раз поднимал и такой специально... Могу сказать, что они были в огромном количестве, и на них никто толком не обращал внимания, кроме бабушек, которые где-то их брали, жарили и продавали как семечки. Жареные? У нас в Крыму вареные продавались? И продаются. У нас в районе Анапы, Геленджика и так далее. Это все было в виде жареные, причем с маслом и чесноком. Мы это сейчас, естественно, давай сделаем. Да. Просто отварим и это. Да, сейчас мы... Они отваренные, просто надо немножко разогреть. Конечно, сейчас мы... А в Краснодаре, кстати, на какое море любит ездить? На Азовское или на Черное? Все зависит от того, чем ты будешь заниматься. Если ты хочешь лежать на пляже, есть кукурузу, чурчелу, семечки и так далее, то лучше ехать в район Анапы. Если ты хочешь сильный ветер, там, не знаю, яхтинг, виндсерфинг, то лучше ехать на Азовское море, в Ейск. Там есть станица Должанская, где все время дует. И есть кукуруза на серфе, да? Нет, там сушеный судак и азовский бычок. И, соответственно, также можно встретить криля. То есть Анапа и есть, куда-нибудь там в Сочи, Краснодар не ездит? Ну, как-то я пропускал это действие, да. Поэтому Сочи это казалось очень далеко, и краснодарцы не считали Сочи как каким-то своим регионом, как и Сочи всегда возражали против того, что они Краснодарский край. Да. Ну, насколько я помню. Сейчас ситуация иная, наоборот, сейчас проще добраться до Сочи, чем на ласточке. На ласточке, да, либо на поездах, либо на самолете, которые летают каждый день. Ладно, Краснодара в Сочи на самолете? Конечно. Да? Нам нужно достать... Нет, 40 минут. Нужно достать рапаны, вытащить, слить воду. Что, закипела вода, кинем криля. Мне кажется, большую часть пути до Сочи самолет едет. Ну, в принципе, так оно и есть. Можно доставать замечательные наши полиэтиленовые пакеты, они же, как говорят на языке, кульки. Кульки, абсолютно верно. У нас кульками называется то, что мы сейчас делаем из газеты «Южные горизонты», а вот на юге вот это называют кульками. Так ведь? Абсолютно верно. Кукурузе нужно все-таки дать немного остыть. Как с хорошим стейком ты сейчас поступаешь с кукурузой. Абсолютно верно. Да, чтобы соки разошлись по кукурузным зернам и превратились в настоящий бондюэль, да? Дальше берем. Это, слушай, мне вот как раз на полях бондюэля рассказывали, что в Краснодаре теперь на пляже ходят и говорят бондюэль, кукуруза, бондюэль. Что до этого и выращивали другую кукурузу, а с бондюэлем появилась какая-то такая вот... Бесспорно, аграрная культура немного поменялась.
появились другие возможности, поэтому... Ну, сорт другой, да? Нет? Сорт другой, но, естественно, он более неприхотливый, а во-вторых, он красиво звучит, много телерекламы, и людям, естественно, это больше нравится. Поэтому даже уже уличные торговцы освоили инструменты маркетинга. Да. Ну что, будем есть кукурузу? Будем есть кукурузу? Да. И никому не дадим? Абсолютно. Берем кулек. Берем кулек, да. Берем кулек. Вареная кукуруза. Как говорят. Одеваем так рукой. Вареная Достаем как кукуруза. будто из ведра. Смотрим на пляж. Посолить нужно. Не. Да. Ты хочешь мне ее продать? Да, передаем. Так, Пожалуйста. И посолить. Да, здесь у меня как будто такой карман, да. И ты можешь ее открыть и посолить самостоятельно. А еще есть у меня есть чувалы, я не могу. А еще есть, знаешь, такие эти бутылки. Пластиковые бутылки, да. Чтобы Я это помню, давай. Да. Класс. Давай, москаль. Ну ладно, попробуй я тоже. На юге вкуснее. Бесспорно. Как неправильно делать? Нужно насыпать пакет соли, вот так потереть, соль покрыть. Лайфхак, да? Не, я обычно Я не знал. это делал пальцем. Я вот так всегда делал, да? И что? Вот так вот? Я руки в песке, блин, Рома. Руки в песке? Я их помыл в море, ты что? Я так всегда делаю перед едой. Какая вкусная тайская кукуруза. Ладно, значит, это тайская. Я не знаю, тайская или. Какой-то отдаленный намек на Но, происходящее в будущем есть. бесспорно. Но знаешь, чего не хватает? Из-за того, что человек, который продает кукурузу на пляже, он ходит в жаркое время, кукуруза у него в ведре такая раскаленная, как будто, не знаю, как будто это песок. Песок. Поэтому, когда ты хватаешь кукурузу, ты начинаешь делать такие движения, пытаешься как-то ее подкинуть. Да. Как говорят повара, займемся нашими рапанами. Займемся нашим рапаном. Так как нам нужно сделать шашлыки, Вот шпажки. да, мы сделаем. Как жарят? Вот скажи, как мне интересно всегда было, как жарят шашлычки из рапана? Но, естественно, у каждого мастера шашлыка есть свой рецепт. Маринуют ли их? Маринуют, в принципе, как и свинину. Ага. Некоторые даже используют майонез, сметану, все что угодно. Кто-то даже используют киви, непонятно зачем. Киви? Ну, да, для ускорения ферментации, для размягчения. Да, но мы этого делать не будем, потому что мы потеряем то, ради чего мы собрались. Вкуса. Которого у рапана нет. Которого нет, но мы ему сейчас сделаем. Да. Окей. Вот, в общем, у нас есть подваренные рапаны. Да. Если это шашлыки, то нам нужен, наверное, лук. Мы сейчас сделаем рапан, лук и так далее. Это как шашлыки, значит, делать курдичный жир. Ну, значит, типа мясо такого, курдичное, да. Ага. Нам же нужно как-то добавить. Саспенса. Да. Надо достаточно плотно это Давай делать. тоже. Давай. Рапана лук. Ну и, по крайней мере, так будет точно интересно. Интересно. Еще мне вот удивительно, вот, например, мне в Стамбуле очень нравится, знаешь, вот это вот мидии с рисом. Да, бесспорно. Почему вот не делают у нас на юге такое? Это же, блин, так вкусно. Я могу сказать почему. Потому что это нужно делать руками, это занимает определенное время. Ага. А у А нас отдыхающие не оценят. отдыхающие оценят, но ты же не сможешь продавать это за очень дорого. Поэтому. Сколько в Стамбуле стоит? Лира? Ну, что-то какие-то За копейки. штуку, Да. да. Какие-то копейки. Надо же много. Какое-то время рапана на Черном море не было абсолютно. То есть Это же паразит, это паразит. который, да, попал. Ну, как в свое время Пеленгас сожрал почти всю фауну. Но пеленгасы Азовского моря. выпустили намеренно, Намеренно, потому что да, как раз рыбы мало стало, кефали то же самое, и выпустили Ну, достаточно. таганроги А по пеленгаса легенде Рапан приехал к нам из Японии. на днищах На кораблей. днищах кораблей, да. И сожрал всю живность Мидии, черноморскую. черноморские устрицы, которых и так толком не было. Нужно очень хорошо раскалить сковороду. Иначе. И рапан лучше жарить совсем быстро. Ага. Ну, главное, чтобы до этого, до колера, До колера, конечно, до реакции Майяра довести их. Посолим. Перец нужен? Конечно. И даже я думаю, что можно дать немного. Чесночного порошка? Да. Будем считать, что мы Ага. их замариновали. Если есть там полчаса времени, то Ага. можно дать полчаса. Ты вот сам что ешь на пляжах обычно?
Я обычно пью. Ну, кукурузу я очень люблю. Ага. Что ты любишь пить на пляже? Пиво? Конечно же, анапское пиво. Самое вкусное. Анапское? Да? Да. А что за пиво такое? Ну, это я придумал сейчас. Я надеюсь, что когда-то появится хорошее пиво. На самом деле, у нас в крае очень много сейчас крафтовых пивоварен, которые, скажем, будут все интереснее и интереснее. Блин, я как-то хочу на море. Ну, скоро. Ой, вот запахло уже настоящим таким этим. С сумкой карабинника запахло. Да, пока мы можем подготовить семечки. Семечки у нас будут... Что нужно сделать с ним? Помыть? Зачем промывать семечки, если они все равно будут жариться? Ну, во-первых, очистить от всяких ненужных грязных элементов. Ну, они же все равно пожарятся. Ну, они пожарятся, но... мыть надо. Да, мыть надо. Есть еще рецепт, когда семечки вообще подваривают в воде, в воду добавляют соль, чеснок, можно перец, для того, чтобы насытить вкусом. И это очень хорошо отразится, когда вы будете жарить на раскаленной сковороде. А сколько подваривать нужно? 1,5-2 минуты кипящей воды. Забланшировать, да? Да, нужно, естественно, чтобы... Сначала нужно, чтобы вода стекла. Если у тебя стекла. Ну, лучше еще. Хорошо, нет, у нас стекла. Тогда ты можешь смело посолить и добавить чеснока. Ага. Чеснока в виде чесночного порошка? Да. Да. Я знаю, что у тебя яхта есть, да? Была. Была. Но это была отличная лодка, деревянная лодка. Ага. Что с ней стало? В свое время была мечта детства перейти через Черное море на парусной лодке. Образно говоря. Ну, ты ее осуществил же, нет? Да, из Кабардинки до Синопа. И хорошо, когда ты взрослеешь, ты начинаешь там чем-то интересоваться, и под впечатлением от картин Айвазовского Синопское сражение не захотелось эту крепость увидеть вживую с моря. То есть ты не хотел повторить вот это, то, что изображено? Не, так не хотелось. Конечно, лучше жарить на огне, на мангале, конечно. На мангале, да, потому что совсем другой жар и жарится намного быстрее. Очень важно на мангале чаще переворачивать, чтобы мясо, чтобы не пригорело. Не пригорело, не стало жестким. Это все нужно перемешать. Если перемешать? Да. Так, расскажи, как ты сделал это? Как я сделал переход? Да. Ну, для начала нужно было купить лодку, подготовить ее к плаванию, потом перегнать ее из Ейска до Новороссийска, оформить все документы, подготовить опять же снова лодку, запастись провиантом и отправиться в путешествие. Каким провиантом ты запасся? Ром, картофель и все остальное. Тушенка. Ром, картофель и все остальное. Мы очень много купили различных продуктов. Но на самом деле мы на каждый третий день останавливались на берегу и покупали что-то свежее. Это было каботажное, что ли, плавание? Не насквозь? Нет, сначала насквозь, а потом был каботаж. Потому что нам же нужно было добраться до Стамбула, после Стамбула до Чанаккале, пройти Бодрум, Мармарис и дойти до любимейшей деревни Гёчек, которая возле Фетие. То есть вы еще в Мраморное море зашли? Конечно. А потом только вы отправились? Конечно. В общем, 3 недели было классно. Отлично. Вот настоящий, значит, пляжный меню, да? Ром, картофель и все остальное. В общем, я прям как настоящий Арсен Шашлычник. Правда, не особо жарится, но ничего. Вот. Добавим чуть-чуть ароматного подсолнечного масла. И опять перемешать? Да, и опять чуть-чуть. Все, можно перемешать. Вот как мне интересно, как вот отдыхают сами жители Краснодарского края, что они делают на пляже? То же, что все остальные граждане страны или как? Или чем-то отличается? Естественно, мы любим посмеяться над приезжими гостями с севера. Как? Сразу видно, то есть если настоящий кубаноид, в хорошем смысле этого слова, никогда не будет купаться в июне месяце, поэтому будет смотреть, точно приехали. Почему? Холодно? Холодная вода, конечно. Настоящему жителю Краснодарского края нужно минимум 26 градусов в море, воды. После этого он может во всем ножкой пощупать, потом только залезть. Поэтому мы отдыхаем в основном в августе, когда очень жарко. И когда очень много приезжих. Да, и когда очень много приезжих, да. В последнее время особенно. Ну ладно, можно снимать, потому что больше не зажарится и можно пробовать. Берем тарелку. Рапаны жареные берем. Рапаны жареные. Похоже на черчхел чем-то. Черчхел у нас сегодня не будет, как не будет, кстати, и пахлавы, хотя
она могла бы быть. Сейчас мы имитируем, мангал с помощью замечательной штуки под названием газовая горелка. Нужно продавцам Рапану, кстати. Да, Потому что есть замечательное устройство, которое стоит недорого и которое можно, естественно, использовать вот для элементарных вещей. Чем не мангал? Достаточно. Ну что, пока примемся за что? За креветки или за семечки? Я пока съем. Да, я тоже попробую, что получилось. Так вот, да, что едят краснодарцы, да, едят вот это. Едят рапаны, потому что рапанов очень долго не было в свободном доступе. Едят криля, когда он есть, это тоже хороший деликатес. И кукуруза. Кукуруза наше все. Классная штука. Прямо как даже вкуснее, чем на пляже. Потому что на пляже она обычно жесткая штука. Потому что, как мне кажется, его переваривают. Соответственно, делают достаточно невкусно. Ну вот да, такое абсолютно мясо нейтральное такое. Абсолютно. Ну, опять же, можно посолить, нужно, если кто любит, там, добавить сливочного масла. Некоторые добавляют как к шашлыку аджику либо кетчуп. Примемся за что? За семечки или за креветки? Нет, давай за креветки. Ага. Их надо не просто доварить, но еще и пожарить, да? Ну, как мне кажется, это будет намного вкуснее. Для этого нам нужен самый, по мне, как вкусный способ приготовления. Для этого нужно сливочное масло, нужен чеснок. Я как-то был в Бельгии в месте под названием Оостдюнкерке. Там до сих пор ловят креветок лошадьми. Тяжеловозы выходят в море с привязанными такими сетями. Такая целая такая шеренга. И креветки те же самые. То есть серая, она же обыкновенная креветка. Только там чуть побольше она. Но абсолютно то же самое. И делает с ней кто там то же самое. Варят в ведрах. И добавляют сливочное масло, какие-то специи или нет? Там есть секретные рецепты, но в основном просто варят. Причем там ловят ее прям вот совсем, знаешь, там что-нибудь, там рыбешки, всякие крабики попадаются. А туристы на это смотрят. Чуть добавляем подсолнечное масло. Берем наши креветки. Я дождался все-таки этого слова. Наши креветки, наше сливочное масло и наш чеснок. Можете высыпать. Миг. Дать колер. Вот. И в самом конце кинуть сливочное масло И чеснок. Для аромата и для вкуса. Мне кажется, они не соленые, они соленые. Мы их посудим потом. Они достаточно соленые, потому что когда мы их варили, то очень соленый аромат, прям как будто запах моря. Вот, ты можешь, кстати, их сейчас ты сделать можешь пакет из газеты, из Южный горизонт. Да простят они нас. Фестиваль воздушных змей «Пестрое небо» пройдет у Нижнего Царицынского пруда. Вам нужна командировка. В Нижние Царицынские пруды? Да. Это в Москве. Окей. Ну да, командировка. Ладно, пора добавить сливочное масло. У меня такой кулек получился вместительный. Достаточно. Его можно широкий, как Южный горизонт. Как только он нарастает, мы кинем туда чеснок. Вообще, в Краснодаре продают сами? Или только в Краснодаре давно не видел. Море, до Краснодара не доезжают, к сожалению. Но я думаю, что это хороший тренд для ресторанов. Ну, главное, чтобы всех не выловили. Ну, я надеюсь, что их так же много, как было в детстве. Мне кажется, все-таки на пляжах вот такое не продают, нет? Слишком много марок, проще бросить их в ведро. Но ты представляешь, сидят бабушки, да, в ряд, продают один и тот же товар. Надо же как-то выделяться. Конкурировать? Конечно. Поэтому каждый старается сделать какой-то свой интересный рецепт. Рачки. Ну, кстати, я помню, что никогда не называли рачками. А что вы называли рачками тогда? Мое впечатление, что это все-таки был такой маленький рачок именно с панцирем, чем-то похож на рапан. Но я могу ошибаться. Ты меня уже перебедил. В Крыму это называют рачками. Ну, видишь, какая. Давай. Может, продадим сейчас? Рачки недорого берем. Вареные, жареные рачки. Сливочное масло, это, конечно. Чесночные рачки. У нас есть заявки уже. Я вижу даже деньги в руках. Ой, 100 рублей. Да, 200. Кто больше? Аукцион.
какой-то сделал большой пакет. А как же, щедрый? 500 рублей. 500 рублей. Да, такой 500 рублей, да. Очень важно еще, чтобы данные рачки остыли. И потом, конечно, по-хорошему их нужно, конечно, да. чтобы масло все-таки впиталось максимально. Это потому что все московская газета. Была бы она анапская, она бы была, конечно, поменьше размером. Ой, здорово. Да, кстати, их не надо не чистить, ничего, нужно есть целиком. Прямо, несмотря на то, что они были заморожены, у них вкус прям свежий. Свежевыловленный. Что такое? Хочется? Я не слышу вас. Что? Про петрушку забыл. Тахир. О! Отлично. Как это делают на рынках, да, когда первый покупатель берет, да? Да, Они на удачу. по товару проводят. Нет, сейчас все проще, сейчас уже с этими. Сейчас пойдет. Это нельзя говорить. Семечки остались. Ладно. Что нельзя говорить? Ну, это нельзя, сейчас с экономией уже ходит. Да ты что? Я думаю, что... И, наконец, финальный аккорд нашего сегодняшнего представления. Это семечки жареные. Семечки жареные. Берем сковороду, которую вам не жалко. К сожалению, это... И берем обычные семечки, посыпанные обычной солью, перцем, чесночным порошком и обычным нерафинированным подсолнечным маслом. Какое пахучее. Совсем чуть-чуть. Слушай, а вот, кстати, есть у подсолнечного масла какие-нибудь на Кубани, как это называется во Франции, терруары? Они есть, просто я думаю, что они пока никак не зафиксированы. Ну, Очень много районов в Кубани, которые, естественно, занимаются этой культурой и которые производят масло. Вот я был в Ростове, например, на рынке, покупал подсолнечное масло, и, значит, там было написано, где есть какой, значит, это... Да-да, в Краснодаре то же самое, потому что, но, опять же, это для того, чтобы привлечь внимание, потому что вдруг приходит покупатель, он сам родился в станице, там, не знаю, Нововеличевской, и он видит подсолнечное масло оттуда, естественно, он купит какое-то свое, потому что каждый из нас в душе патриот, как я патриот своего города, каждый может быть патриотом своей станицы. Нужно хорошо раскалить сковороду и здесь быть готовым к очень важному моменту. Семечки не должны сгореть, потому что... Иначе придется вызывать пожарную команду. Иначе придется делать их заново. Да. А это время, это деньги. Да. Отдыхающие-то ждут. Да. Тахир, мало того, что главный южанин страны, он еще и главный болельщик футбольного клуба «Краснодар». Так ведь? Да. А вот главное нет, но имеется в виду, что для меня этот клуб самое главное, что есть. И у Тахира в баре «Мистер Дранке» собираются все болельщики. Есть такие. Краснодарские, да. Да, вот такие вот. Да, вот такие вот. Скажи, Тахир, Да. а вот что едят болельщики на стадионе? Есть там едят семечки в Краснодаре? На нашем стадионе семечки запрещено употреблять и их запрещено приносить. Но там продаются в пакетах уже готовые зернышки, то есть которые не надо чистить. И, как говорит, Класс! голенькие, да. Голенькие семечки. Чтобы нужно просто есть. Поначалу, естественно, некоторые товарищи, особенно которые болеют за другой какой-то краснодарский клуб, у нас есть там такой один, вот. Как же называется-то? Кубань, что ли? Не помню. Вот. И они, конечно же, подняли недовольство, что как это так, мы там 30 лет ходили. Ну что им сказали, ребята, семечки, вы ходили на свой стадион, а на наш стадион будете ходить иначе. А в магните продаются голенькие семечки, кстати? Да, конечно, конечно, продаются, поэтому достаточно удобно. Ну, а что еще едят? Ну, как и на всех стадионах. К счастью, у нас новый стадион, там с общественным питанием все хорошо. Если не хватает, конечно, алкоголя, который запрещен. А что там продают-то? Я ни разу не был. Не, естественно, еда зависит от секторов. Если это VIP-сектор, то там достаточно хороший буфет, даже с алкоголем. И с семечками одетыми? Я не знаю, я купил на обычные места за ворота, поэтому я не знаю, что там есть. Возле нашего сектора, ну, все как обычно. Хот-доги, бургеры, сэндвичи, наггетсы и так далее. Безалкогольное пиво. Первый шаг к тому, что вот мы недавно здесь делали. Суши на резиновой женщине. О, это надо было на живой. Живая не согласилась. Хорошо. Ладно, высыпаем семечки. Да, сейчас будем заниматься очень важной тщательной обжаркой. Это очень трудоемкий процесс. И очень важно правильно мешать. Это никаким французам с высокой кухни вообще не снилось. Потому что если пропустить этот момент,
что? Надо переделать. А я пока сделаю еще один кулек. Ладно, я сделаю поменьше. Смотри, десятиклассники гимназии 1272 стали призерами интеллектуального биатлона. Это как интересно мне. Интеллектуальный биатлон. Откуда у тебя рецепт? Я вот никогда не видел, чтобы жарили семечки с чесноком, то есть с чесночным порошком. Ну, видимо, откуда-то из детства. Не знаю, я вообще спросил у мамы, она вообще говорит, что в какой-то момент они их подваривали сначала. Ага. И ведь еще семечки, мало того, что подсолнечное масло, да, там есть некий теруар, а еще куча сортов же семечек. Абсолютно. Да? Абсолютно. Пузатенькие. Пузатенькие, длинные. Ага. Еще очень популярная кукурузная семечка. Тыквенные. Тыквенные, господи. Тыквенные. Я не вылез. Тыквенные. Я вчера ел. В салате. Тыквенные голенькие, когда. Но голенькие это уже халява. Я помню, что в детстве, когда мы были у бабушки, мы с сестрой начинали щелкать, и, допустим, там, ты берешь там 100 штук нащелкаешь, потом все это съедаешь. А, допустим, если сестра это не делала, она говорит, я тебе дам рубль, а ты мне дашь свои зернышки. Естественно, тут уже пошли такие... Что, рубль хорошие деньги? Сумасшедшие деньги, но она обычно всегда говорила, что рубль, давала 20 копеек. Вот такие не старшие сестры. А где бабушка? Бабушка была в городе Краснодаре. С ней ходили? Ну да, на выходные нас сплавляли. И с семечками очень важно терпение, потому что иначе ничего не получится. Некоторые, кстати, берут, раскаляют сковороду, кидают семечки, ну, допустим, если их было бы сейчас поменьше, и отставляют уже в сторону. И на понижение температуры они дожаривают. Некоторые готовят семечки в духовке. Я же говорю, высокие технологии. Высокие технологии. Просто, да, какой-нибудь... Да. Кстати, можно попробовать, это очень интересно. Что это будет, я, правда, не знаю, есть ли такие... Надоела лопатка. Простите. Я же говорю, вот да, никакому полю Бакюза и не снилось. Эти рецепты гениальные. Вареные кукурузы, жареные семечки. Ну, причем они очень простые. Почему думаешь, что в Марселе изобрели буябес? От бессилия просто, конечно. Потому что они пробовали жарить семечки, не получилось. Не получалось. Пробовали варить кукурузу, не получилось. Или русский пармезан. Креветки верните, пожалуйста. Креветки пробовали варить. По рукам просто. Видишь, масло уже впиталось. Да, обжаривается. Абсолютно. Сейчас уже они начинают жарить. Скажи, вообще, как краснодарцы ездят на море, как на выходные или просто на день, утром приехал, вечером уехал? Как они относятся к морю вообще? Как вы относитесь к морю? Вообще, высший пилотаж считается, когда ты где-то гуляешь, и в 3 часа ночи, а не поехать ли нам на море, чтобы искупаться при рассвете. Это считается высший пилотаж. Так делают очень многие и возвращаются на следующий день. Самое ужасное отправляться на море в сезон, это в пятницу вечером, в воскресенье возвращаться, потому что сумасшедший трафик, и ты будешь ехать эти 100 километров, там 100-120 километров, 6-7 часов. Поэтому лучше всего поехать в четверг, а вернуться в понедельник с утра. Да, лучше всего. Как краснодарцы на море снимают жилье? Как остальные жители страны или как? Или какие-то есть лайфхаки? Не, ну есть же уже, конечно, есть знания, есть постоянно, куда ты ездишь, кому ездишь, какие гостиницы, конечно же. В гостинице, не в жилом секторе. Ну, смотря кому что нравится, у кого какие возможности есть. То есть, но, скажем, метки поставлены, и знания в этом вопросе уже есть, поэтому с этим проблем нет. Ну и тем более всегда можно сказать, когда тебе говорят какую-то с твоей точки зрения неадекватную цену, ты говоришь, я из Краснодара. Свои, ну ладно, тогда там на 30% может быть дешевле. Хотя с тем спросом, который есть сейчас, я думаю, что таких поблажек уже не будет. Да, абсолютно. Потому что прошлый сезон показал, что огромный трафик людей приехал на Черное и в том числе на Азовское море, чего раньше особо не было. Обычно, кстати, Азовское море очень любят, особенно Ейск и населенные пункты, которые рядом, жители Ростовской области, потому что до Ейска ближе из Ростова, чем из Краснодара. Ну да. Твои самые любимые места какие? Вот если в детстве, то мне больше всего нравился, естественно, Ейск, он по-прежнему нравится, потому что там проведено огромное количество времени. Ейск, большой привет, родной город, любимый город с точки зрения отдыха.
И в детстве я всегда был в Кабардинке, такой поселок, с большим количеством греков между Геленджиком и Новороссийском. Там очень здорово можно было изучить всю фауну, потому что там не песочные пляжи, там большие камни, и очень здорово было нырять с маской. Там еще очень много пирсов, и я помню в детстве мы даже без... О, пошел запах. Мы даже без маски ныряли просто и собирали мидии. А жарили их просто потом на железке. Ржавый такой. А сейчас, не знаю, мне больше нравится Геленджик. Как мне кажется, самый ухоженный город на нашем побережье. Где, по крайней мере, есть четкая структура. Ни разу не был. По крайней мере, застройки и какие-то есть правила. Которых нет в Сочи, например, да? Которых нет в Сочи, как мне показалось. Хотя Красная Поляна и туда там все очень здорово сделано. Но они почти готовы, семечки, кстати. Еще буквально несколько минут. Сейчас, конечно, очень важно их прям чаще мешать, иначе... Мне кажется, вот зря ты занимаешься вот этим всем твоим вот этим ребро Адама на Ленинском рынке. Ты мучаешься, делаешь какие-то бургеры изнутри. Вот, крысы, да? Смотри, ты только что заработал 500 рублей буквально из ничего, из креветок, которые нам дали в ресторане «Волна», и семечек. Правда, семечки дорогие, что? Да. 120 рублей килограмм. Ну, отбили, да. Ну, видишь, 500 рублей бросает. Бизнес хороший. Да, на Ленинском рынке не хватает ларька с семечками. Нету? Напишу сегодня директору рынка письмо. И чтобы там были, как это называется, ну, чтобы они были разные, да? Узатенькие, продолговатенькие, длинные, голенькие, да. чесночные, там, с лимонграссом, с чили. Вот у нас есть, например... Ну, это как сейчас раковые открываются в Краснодаре. Тоже? С разными рецептами, да, абсолютно. Вот. Мы закончили готовить семечки, очень важно им на сковороде остыть. Тоже, чтобы соки разошлись. Соки разошлись, да. Нет, очень важно, чтобы они чуть доготовились, Дошли, но жар уже был не такой. Чтобы температура, чтобы все семечки были одинаковые температуры и снаружи, и внутри. Да, прожарки Медиум. Медиум. Или даже лучше медиум rare. Хотя я люблю семечки на самом деле well done. Медиум rare тебе не понравилось. Ты взял, сказал, не готовый. Well done, well done лучше всего. Семечки. Пока они остывают на сковороде, нужно хорошо посолить. Ага. Нужно не бояться вообще соли. Почему нужно не бояться соли? Это просто способ продать еще кроме семечки пива. Конечно. Потому что пить хочется, и так сразу так. Холодное пиво. Поэтому давай пробуем. Семечки жареные. Черчавое. Любишь черчхалы, что ли? Да, обожаю. Да? Ты какую больше соль любишь? Абхазскую. Нет, слива. Слива? Слива, да. Я очень люблю сливу, маринованную, копченую, моченую в виде соусов. То есть слива для меня это один из самых интересных продуктов, который может быть в любой квинтэссенции, и из нее сделать можно любой вкус. И она сочетается со многими продуктами. Ну что, Роман-джан? Семечек стакан. Да, возможно. Давай, подставляй. Вот такие сотка. В Краснодаре стаканы. 200. А это бонус. Класс. Ну вот, друзья, как легко и просто сделать пляжное меню, не выходя на пляж. Ну, конечно, это такая жалкое подобие пляжа. И, конечно же, лучше всего это есть на Черном или Азовском море. Вареные, жареные с чесноком, сливочным маслом, солью, рачки. Шашлычки из рапан, жареные семечки и вареная несезонная кукуруза. У нас был в гостях Тахир Халикбердиев. Спасибо. И мы поздравляем вас с наступившим летом и надеемся, что оно будет все же теплее, чем минувшая весна. Я на это очень надеюсь. Да. Пока-пока. Пока. Хорошего вам Ейска, Анапы, Керчи и Феодосии. Спасибо. Пока-пока.